Открытие обновленного Дома культуры ждут не только сунженцы, но и четвероногие жители самого ДК. Вместо звуков музыки и гулкого смеха детей сейчас здесь слышен только звук перфоратора. Реконструкцию начали еще в июле этого года. Рабочие планируют обновить здесь практически все, кроме стен самого здания. Сейчас реставрационные работы только на стадии подготовки, но изменения заметны как снаружи, так и внутри здания. Уже отштукатурили фасад, заменили кровлю и окна. Вместо старых деревянных – пластиковые, а двери наоборот – из дуба. На объекте сейчас работает порядка 20 человек. Сейчас на данный момент снята старая штукатурка, те деревянные перекрытия, которые были и пришли в негодность, они демонтированы. Сейчас идет усиление, чтобы была стяжка, чтобы это здание не просело. И, соответственно, вот быстрыми темпами это сделать невозможно. Но мы так планируем, 1,5-2 месяца. Основной фон уже, внешний вид будет готов. Пока в здании идет ремонт, творческие коллективы ушли на отдых, но многие работники Дворца культуры без дела не сидят. Айшат Матиева подмечает каждое преображение. Директор с 30-летним стажем. Для нее здесь все родное. Поэтому признается, что таких глобальных изменений сначала боялась, но строители успокоили, заверив, что исторический фасад здания останется неизменным. Будут алюминиевые красивые окна. Сцена наша, она у нас очень высокая была. Сцену тоже сейчас опускают, где-то на сантиметров 40, очень будет красивая. Сцена смотреться. Потолок тоже здесь будут красивые люстры дополнительно. Я считаю, что этот зал аналогов этому залу, наверное, не будет, потому что он очень сам по себе компактный, очень уютный, красивый зал. Следующий этап изменений – замена всех коммуникаций. Частично к нему уже приступили. Где-то уже проводку променяли и проводят отопление. Идет замена инженерных сетей, то есть это вода, канализация, водоснабжение, отопление, здесь новая котельня. Также ведется замена электрической проводки, так как старый фонд был уже изношен и по пожарной безопасности он не проходил. Музыкальные и художественные школы, кружки по хореографии и декоративно-прикладному искусству. Построенное еще в 1956 году, здание в ремонте нуждалось давно. За 60 с лишним лет его проводили здесь лишь однажды, поэтому реконструкцию начали по поручению главы Ингушетии. Я работаю больше 10 лет. Были проблемы, конечно, то, что крыша текла, холодно было в некоторых зданиях, заниматься негде было. Кружки у нас очень много кружков, поэтому мы очень рады тому, что все будет очень красиво. Да, конечно, результат будет, я надеюсь, очень красивый. Надеемся на лучшее. 2 гримерные, хореографические кабинеты, большой концертный зал на 270 мест. Обновленное здание должно стать подарком для горожан на Новый год. Облагородит и прилегающую территорию. Работать обновленный Дом культуры начнет уже в 2021 году. Тамара Шагульгова, Асхаб Белакиев, Новости 24.